Новый год. Вот пошла теперь молодежь. Что хочу, то я ворочу. Полная свобода. Ну, правда мой, не промах, не дуры. Еще некто. Один тізнав двоє. Ну, конечно, весна. Заіграли соки життя. Як кажуть, комари, і ти є в пару. Шмыгнул так, ніби йому причепили реактивну рухаві. Бреше, одна. Але я тебе все ровно знайду, пока ты постился в полоску. Что за шум? Кто тут кричал? Да тут, товарищ старшиня, агрессор был, з'явився на горизонте. Да я отпор давал. Який агресор? Сел на звук. Во, бач, трофей. А хто? Не познал в темноте. Утек. Шкода. Але я ему шею страху-то нагнал. То он на тебя заикаться с перепуду будет. Ну и бог с ним. А что? Я шел в Священном Писании сказано. Не укради. Он не по Священному Писанию живет. Ну, вядомо. И откуда не берут? А ви чули? Це ви чули, що у вёсце завелася криса? Тільки... Давайте погуляємо. Ви нічого не ведали, не бачили і не чули. Добре? Добре. Нічого нікому не відказує. Добре? Добре, добре. Дякую, хлопці, дівчата. Дякую. Чего ж только не придумали люди. И спутники, и телевизор, и усялякая автоматика. А как облегчить зв'язковой бабе в хатнюю работу? Ни у кого голова не болит. А добре було. Прийшла, натиснула кнопку, и снедание готово, посуда вымыта, хата подметена. А ты чего там вздыхаешь? Я ж пирогою. Может, захворел? А то нечто уже ножку около. Может, захворел, кажу? Чуешь ты? Да не захворел я, не бойся. Ну то худенько спускайся с печи. Я тебе нечто такое скажу. Глупство скажешь. Не глупство. Я сама не ведаю, чи радоваться к этому, чи плакать. Ты не догадался, чому ж эта Соня наша так старалась вчора, прибирала в хаті? І мені не до утя було, а я на гостей чекаю. Яких гостей? Сватов. Яких сватов? Я ж веду, глупство скажешь.
Ды злазь ты, лайдак, з печы, а то хоч аркой стягну. Закинула хлопці на шасток і ляшиш, а тут люди кримнуть у хату. Не кричи, злаж. Ты опронися по-людски, а то сорому не оберется. А где что я постелку в молочечку, что в пороге лежала? На дворе распустила, краска, нема что ночью вытерти. Не шукай. Что? Что? А чего ты мне подмигиваешь? Ах, не пытай. Ой, Лявон, нечто великое-великое в лесе сдохло. Не здарма ты так. А тут постелка, и ты не признавайся. Натворив нечто? Глупство! Нічого я не творив. Тільки буде на вулицю не покажешся, засміють. А я не хочу, щоб з мене сміялися. Ясно тобі? Не хочу. Так ты хоть мне признайся. І тобі не треба ведать. Глупство і все. Ты нечто финтишь, Лявон. Может, с другой бабой накрывался постелкой, а тебя споймали? Что ты верзешь немедленно что? Разумеешь? Прошу, не признавайся, значит не признавайся, коли прошу. Ти можешь это зробить, когда нет лиха было. Добро. Так ты и миргаешь после этого. Ну, гляди, Лявон. Мама, да что вы тут сядите? Я зараз, Дашушка, зараз. А хто там прийде? Не ведаю. Може, на вас сам старшиня? Ён же любить Мишу. Сам назвался. Да что ты, рыбка моя, таки пошел. Ну не плачь, мамуля. Это ж все только для формы. Мы же все равно все расшили. А сваты, это там глаз не покрыть. Какое платье надеть? Может, да ты? Ты ж не ведаешь, что я выдаваю. Вот цікаве становище. Значится, Максим сватом будет. Как я мог шарапусто было. А може, яно і к лепшому? Усё ж таки сваты? Кто стратил постель? Пригожая, кавалерийская постель, а? И кто? Никто не ведает? Максимка, ты не на тобі все равно нічого не скажу. А ось я зараз усі. Ну то ты пошли. Пошли. Добрий день у хату! А тут нікого нема. Як ти добре ведаєш, що це їхня постіль. Да чия ж я у їх таку брала? Ну то, зови їх сюди. Лушка! Лявон! Где вы? Добрый день, Лявон Степанович! Ух ты! Який ты! Вачиня звесы, а! Здорово! Доброго здоровья. Твоя. Не моя. Добрый день, господине. День добрый, гостики, день добрый. Лушка, погоди! Максим мой нейкую постелку знаешь уйти. Не твоя это? Не моя. Мне сдалося, что твоя, я ж у тебя такую брала, коли проветривала свои вопросы. Не, голубка, не моя. Ты, видать, помилилася. А ти чого мірний? Да веду його значи. Приснилось йому нечто чи що. Може, з вечора? Ні, значи. Устав ранець і міргає, як контужений.
А може ти його з лічовку кочергою грила? Что ты? Покуль не дошло до этого. А после... Дык, не твоя, кажеш, постілка? Не, Максимка, не моя. А ты разглядь ее хорошенько, может, и твоя. А что разгадать? Что это, картина опять? Ты что? Ну и хвала Богу, что так вышло. А то лихо лето, куди би я там повернувся. Ой, а что вы тут сегодня так прибрались, а? На веселье собрались, ці, може, куди на хреспины? А чему ж нам не прибраться? Что это добро у шафе будет висеть, как мой ела? Сегодня выходный день, ды. Максим живо прошепурился, хоть и старый. Ой, старшиня нечего до нас промоя. Дык ты и сапрады не вязаешь, ты прикидываешь. Ми його шукаємо, а я тут теж. Може, справа лазили без нас, а Максим Іванович, чи може ти не довіряєш мені як стадо? Я все шукав, що як це речі. Ну і що, знайшов? Покуль що ні. Ніхто не признається. Ну і мій хазяїн. Прийшли ми до вас, дорогі господари, господиня, по справі першої важності. Так вы садайте, коли ласка, садайте. Коли поладим, тоді сядем. Пришли мы чолом бить вашей светлости, наш князь Полесный Михаил Максимович. За техники он на ферме, а не який-небудь князь. Шакай, Максим, не сбивайся потом. Наш князь Полесный Михаил Максимович на луг ходил, не знайшов добрый кожик, а яна опнулася суседкой. Теперь мы пришли в вашу хату слухать, как ветку я по руки передать. А наш лужок для ее не лепший пирожок. Да ваш лужок же святлее за солнца. Михайло вышел, шлях счастья без конца. А за які? Соня, ходи сюди. Добрый день. Не дуры, не дуры. Так ось, Сонейка, пришли до нас гости великие. Да я налез ще вчора ведала. Не соромійся, ми ж тепер родня. И Михал мне что молчить. Просим вашей згоди. Соня мы уже разжили, так? Учора расшили. А чого там балагонить? Хлопець його що треба, заробляє немало. Пальцем на його не тикуть. Да і правда, на фермі він ніби князь. Да и мать его хвалила. Не цурается и у хати помовчи. Я не у мене всі такі. Змалку привчаємо. Не гляди, що з дипломом треба буде, і підлогу помиють. Значит, отдастёт ветку? Я згодна. Ну я. Неблагим я сватом был, во усім. Михал, а? Ой, старшиня, я навіть здивилася. Так ладно говорила. Не говорил, пел, як лемешу. Я думала, что вы умеете складно только про ферму да супроть присадибных участков. А вы, як пописано. Коли так. То я, может, пойду, а то незваная, непрошенная, а тут такое дело. Чого там? Заставайся, чаю з нами вип'єш. Сусідку все ж таки. Мама! Так-то. Ты что, вы не знаешь лучших места для этой постелки? А це ж це ваша постілка, Соня. Чия ж? Я вже ваша, ти ж погляди хорошенько. Ось! Я медину зробила летось, коли кладову давала. Ти гета, значиться, ти вчора бив? Что ж ты натворил, Лямон? Що міркаєш, а? Максим! Так, улічи історичну важність моменту. Господиня, став чарки на стол, подавай закус. Сідайте, молодые, займайте почесне місце. По закону им еще рано поруч садиться. Соня, помогай.
а тебе потом сам рассадиться. За что? Хотя еще не факт. Я не факт, сваты не факт, жених не факт. Чим багатим, тим і радим. Дякую, Лушка. Ой, Лушка, поглядишь на твою сойку и удивляешься. Зачем мне давно рукавом нос вытирала, а зараз як выросла невеста. Ай, як час бежить. Глядишь, и мы скоро состаримся. Ой, Рената душ, состаримся. А по вечерах так сокоша, как приманить чего-нибудь мужика. Что ты хочешь тут? Коли своего няма. Съему, когда и Миха ездила. А Михал, ну який мужчина стал видный он. Згорелося Бога. Ну, дорогие мои, шановные мои, давайте за молодых, как тебе счастье было полное, як это кубок, и светлое, як это хлеб. И как пьянели яны, як открытого. Ешьте, гостики, ешьте. Ешь, Михалев, ешься, Тём. А теперь давайте за свата нашего, за старшиню. Потаньше, ты за молодь нашу. Да что вы, Ну, старшиня, это ж честь якая. Старшиня набирає темпи, ніби у гэтым хоче перегнатися міру. У гэтым мы от нее ніколи не отдыхаем. Такие хорошие дети. Я скупый на поход. Але скажу честно, таким сыном, Максим, можешь ганариться? Слава нашего колгаса. Не перехвали, старшиня, зазнается. Зазнается? Крапиву посадит. А Соня — верный помощник ему на ферме. Эх, зайдешь ее, а Максиму лучше. Да и сами вы хорошие люди, честные, работящие, емливые. А я, значит, сбоку припеку. И про тебя скажу. Мужик ты господарливый, емливый. Руки у тебя. Тонковатые руки. Так само мозолями. Только мозолитые ты нажил... Скупучий сен. Максим, мозолитые ты нажил не на колгасной ферме Тиколе, у своем садку, у своем огороде. Я разумею, ты тут не виноваты.
Жонка у тебя и дочка так само на ферме. Вось на тебе и забился твоя сядиба. Верно. Это и не дает описать кровь твоей жонкой и дочкой. Тому не твой портрет у хозяйки, а твоей жонки. Але я думаю, что ты скоро вызволишься от своей дробновластительской обузы. Свободным человеком станешь. Старшиня, як это вызволишься? Продай свою корову на колгасную ферму, а то заведи на тебе туди, куди Макар своїх телят не гоняв. Ты меня не пужай, але корову свою не поведаю на ферму. Ти, Лявон, не переч. Ти тепер молчи і не диш. Як люди, так і ми. От людей не отстанем. Люди, может, станут носы дрозать. Да вы что? И мне прикажете это робить. Так, что за глупство вы говорите? А я сегодня повернусь. Нема выгоды. Ты передавай, а я почекаю. Что такое корова? Сеноспоживец. Ну, молоко, сметана. Масло. Бабский розум! А ось он розуміє, тому і такий прицел бере. Корова – это моя экономичная незалежность. Это мой бастион, мой дот. От кого же это вы будете борониться у своим рогатым бастионом? Хиваньяс от коммунизма. Что вы за люди? Ну чего вы мне спешаете? Куда вы меня гоните? Дайте оглядеться. А то каждый день еще новое. Дайте ему закоронить, а потом поспробуй его выкашивать, да и пересадить у коммунизм. Даруй мне, Максим, даруй мне, сваток. Лявон же мой не вельми понятливый. Ему показывают на месяцок, а он глядит на палец. Лепі язик не говорю. Потім, усьо йому розтлумачу. Моя агітація до його дойде. А зараз... Чего нам спрашаться? Чего лаяться? І то правда. Покольки яны решили починать життя, нам треба обидно поплатиться. Где я не буду жить? Я с чего починать? Что ж, пропонуй. Я так думаю, Максим. Дочка у меня одна, а у тебя, окремя Михайла, я ще 4 гавриков росте. Дом у меня хороший, под цинком. Так что весь разон стать Михайлу в нашей хате господаром. Упрямый, значит? Гарнизон рогатого бастиона вербує пополнение. Да что же вы, мужчины? Без слов своим. Аж сумно становится. Давайте мне песни споем. Ой, посею я курочки. Поспеешь, Егоры. Мы тебя выслухали, Левон. Не подходит нам такая пропозиция. Одно, что не пойдет, мой сын у примаки не пойдет. Колгас, да ему новый каменный дом на новой улице. Хай там и починай житье. Да там же присадил на участок только 10 соток. Несправедливо выходит. У Максима за шестерых 25 соток, а у тебя на 3 полгектара. Вон у соседки на 2 гектаров. Несправедливо. Про что я толкую? Обрезать треба. Да что вы? Это не коммунистично! Я скаржиться буду! От певни собрались. А мы тебе не перегибаем. Мы тебе выпрямляем. Выправляли не твой курок, и ты скрутили шип. Ты потом, ты, Максим, что? У сваты пришел? Силается со мною. Лявон Степанович, хіба ти не розумієш? Ми прийшли сватати твою дочку Соню за Михайла, а тебе у комунізм. Мужчинки, дороженькі, ну попіш вам. Лявон же что сказал? Коли хочешь, Михаил, переходь в нашу хату господаром. Вы спрашаетесь, а ему и слова не дали сказать. Хай сам. Правильно, Михаил, сам скажи. Пусть ты не переживай. Дорогие Лявон Степанович и вы, Лукерья Ивановна, и я, и Соня дякуємо вам за згоду, за вашу ласку, за вашу щиру пропанову. Але скажу вам гетак же щиро, для нас ваші спрешення давно вже вижили. Не треба ніяких ставків, невеликих присадівних участків. Ми з Соні на службі, на фермі, там знаходять і праці, і заробітку. Але додумалось не буде коли. Ось так. За это мы дякуємо управлінню Колгасу і старшині нашому Павлу Петровичу. А там, на новой улице, будет более? А Соне мало. Соне как мало. Так, значит это так. Ну, дочка, думай сама, решай сама.
Толькі памятай одно, удвоих мы состоялись. Усё гэта мы для тебе прыстараліся. Ну а цяпер думай сама, рашай сама. Тата, ти хіба ми з Мішем заплутали? Так, значится так. Міша, може ми ще подумаємо? А хіба ми не думали, не говорили? Соня, неужели ти хочеш повторити життя своєї матері, своєї бабульки? А что я, мать, в голоде голодная ходила? Мало! Соні, гэтага мало! А там на новой улице будет более. А паўгектара гэта анахронізм. І доля, яку ви апрабували для Соні, так само анахронізм. Соня, ти... Соня, чуєш? Ходь. Постой, Михаил, ты только не покрылся. Памятай одно, яна у нас заправда Соника. Теперь иди. А ведаешь кого? Не древний ты мужик. Да и ты, Максим. Зараз заспіваю. Ой, посею я курочки! Почекай, Клава! До речі, що там Михайло сказав? Пол-гектара анахронізм? Що це означає? А ты не разобрал? Не разумеешь? Не розумію. То розтлумач мені темному. Анахронизм. Это значит анахронизм твоє полгектара. Ой, посею я курочки, низко над водою буду поливать их горькой слезой. Не плачь. Это жарт, слушай. Жартую я. У серці любача, простелы туманы скрозь, что освятляет шлях. У кожного мястечка ёсць, куды душа імкнецца. І што ў жыцці не адбылось, яно не прадаецца. Не продається хата батьков, куток батьківський не продається, куди вертаюсь я знов і знов, де відчуваю я серця б'ється. Не продається хата батьков, куток батьківський не продається, куди вертаюсь я знов і знов, де відчуваю я серця б'ється. Берега одной раки никто не зустрічається. Лебедь заліє луки, воді застанеться. Ти подивиш мене, маланка, это сердце. Где же ты, хата батьков, не продается. Не продается хата батьков, куток батьківський не продається, куди вертаюсь я знов і знов, де відчуваю я серця б'ється. Не продається хата батьков, куток батьківський не продається, куди вертаюсь я знов і знов, де відчуваю я серця б'ється. Я зустрічаюся на сцену. Я їм дати початок. Сьогодні це логічне завершення того, що було зроблено на протягу колосальної роботи. Дякую великий вам, що зібралися, і вам, мої дорогі,